Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Земной вам поклон. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Моя жизнь. Прошлое, настоящее и будущее. Давайте посмотрим, что же происходило, происходит и будет происходить в вашей жизни. Пожалуйста, настройтесь на мое гадание, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни. Если есть вопросы, обязательно их задайте. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим на вашу жизнь. Давайте начнем с вашего прошлого. Что было у вас в прошлом? Так, в прошлом была любовь, любовь сильная, любовь яркая, любовь, которая много чего обещала. Да, здесь любовь с обещаниями. Здесь были розовые очки, здесь были мечты, здесь было желание любить, быть любимой, либо любимым. Мужчина, переворачивайте на себя. Здесь было желание иметь свой дом, иметь свое счастье. У кого-то это все и было, понимаете? Вот прям какая-то эйфория. Вот от этого песка именно идет эйфория. Здесь пара, общая дорога, сердце, общий очаг. Тут и желание, и мечта, и у кого-то прям и реализация была. Здесь было очень много каких-то новых возможностей, перспектив, идей. Знаете, вот прям энтузиазм идет, вера в будущее, в счастливое будущее, в то, что все будет хорошо, что сейчас там где-то нужно, может быть, ужаться, потерпеть, помолчать, но все будет прекрасно, есть для чего жить, ради кого жить и есть куда двигаться. Здесь, конечно же, ну, вот, я не знаю, очень хорошие, добрые, но я бы сказала детские. Вот детские какие-то энергетики, когда маленький ребенок, перед которым весь мир, огромный мир открыт, да, все пути открыты, все дороги открыты, реалии жизни мы в детстве как бы не понимаем. Для нас это все прям как радуга, да, везде, куда ни глянь, везде радуга, везде все хорошо, вкусное мороженое, сладкие конфеты. Да, и заботливые родители. Вот и у вас такое было ощущение такого счастья, собственного маленького мира, либо надежда на то, что такой мир у вас будет, и все будет хорошо. И как бы сложно и трудно не было бы мне сейчас, но пройдет чуть-чуть совсем времени, будет просто все в шоколаде, будет все замечательно, я буду чувствовать себя просто прекрасно, жизнь моя будет наполнена, и все будет замечательно. Так, но были какие-то люди, два человека, вот они, эти два человека, которые из-под тишка, они за вами наблюдали, присматривались, выслеживали, и где-то, может, даже аккуратно с вами общались, пытались о вас что-то разузнать, узнать. Знаете, какой момент идет, что вам пытались запудрить голову, да, сбить вас с пути, сбить вас с правильных ориентиров, как-то вас вот перенаправить. Возможно, кстати, опять же таки, да, если вы были в браке, в отношениях, либо с кем-то вот прям готовились к этому моменту, потому что все-таки у меня здесь пара людей, объединенных общей дорогой, мало того, что люди еще как коронованные идут, то есть либо это брак, законный брак, либо люди готовились к такому браку, были в паре в браке, то здесь были люди, которые именно со стороны мужчины. Люди со стороны мужчины, которые, они, во-первых, отвернуты, во-вторых, они что-то делают, они льют воду. Понимаете, они, влияли и вмешивались. Это может быть там мама бывшая, может быть там бывшая и ребенок. То есть несколько человек готовили какие-то гадости, пакости и неприятности. А вы находились в эйфории, либо вы верили, что там пройдет время, да, они там отстанут, ничего плохого не случится. Но эти люди, они воспользовались именно вашей добротой, вашей невнимательностью, вашей какой-то, рассеянностью, может быть, да, вашей верой в чудеса, в доброту. То есть
ну, вас обманывали, понимаете? Вот какая картинка прекрасная вашего прошлого идет, но там был обман, изначально был обман. Вам что-то не так говорили, искажали информацию, не то доносили. Кстати, очень много вы спрашивали о вас, о вашей жизни, о том, что происходит в вашей жизни. Вас любыми путями пытались сбить с тех ориентиров, которые у вас были. Мало того, мужчину, который был с вами, либо женщину, вот если меня смотрят мужчины, тоже пытались как-то против вас настроить. Ну, тут все могло быть. И психология могла быть очень такая жесткая, и даже магия могла, все могло быть. Понимаете, вот люди, они себя скрывают. Вот эти два человека, они свое нутро скрывают, да, но они против. Плюс, смотрите, в вашей жизни в прошлом были какие-то ситуации, которые вы, ну, не потянули, скажем так, да. Возможно, какие-то предложения по работе хорошие были, а вы вот как страус, да, видите, какой страус с длинной головой, голову в песок прятали, да, вы считали, что я там слишком молода, либо там неопытна, не справлюсь, не получится. То есть вы какие-то шансы в своей жизни немножечко как упустили в прошлом. Но опять же таки, вы их упускали с надеждой на то, что в будущем у меня все будет хорошо. Знаете, прошлое у вас, конечно, неплохое, но оно слишком уж в розовых очках, понимаете, вот очень такие огромные, красивые, но розовые очки. Вот в таком состоянии вы находились. Давайте теперь посмотрим на ваше настоящее. Что в настоящем происходит? Что происходит в настоящем? Что происходит в настоящем? Прекрасно. Паук в настоящем, который смотрит вниз головой. Так. Ну что, мои дорогие, в настоящем, во-первых, очень много спутано. Смотрите, какой огромный паук. Видите, вот это его попа, вот голова, и он смотрит вверх-вниз, да, висит на своей паутине. Во-первых, подвешенное состояние. Во-вторых, зависимости. Зависимости здесь могут быть как от чего-то вредного, каких-то вредных привычек, так и от других людей. И, в принципе, даже да, от обстоятельств зависимость тоже может быть. Вот вы попали конкретно в какую-то такую, вот сейчас, на сегодняшний день, какая-то тяжелая достаточно ситуация спутанности, закрытых дорог, неумение предвидеть, просчитать ситуацию, наперед посмотреть. Вернее, даже не то, чтобы неумение, а разочарование. Вот эти розовые очки прошлого, они спали, потерялись. И вы вот просто вот предстали перед этим огромным ярким светом, вы ничего не видите, вы можете там, например, на голос пойти, да, либо на ощупь, понимаете? То есть полное вот затуманивание головы произошло. Здесь, конечно, остро, все очень остро, и разочарование есть, и одиночество есть. Даже если вы в паре, в браке, в отношениях, все равно я вижу вас человеком одиноким. Здесь пары не вышло, здесь вышел один большой паук, который, ну, он же опять же таки и про одиночество говорит, плюс он не очень хорош тем, что он смотрит вниз. Смотрел бы ваш паук вверх, я бы сказала, это хороший знак. Это прекрасный знак помощи высших сил, да, и вы вот как бы, как этот паук, умеете вот прям свое получить, да, у вас все везде связано, и вы в курсе всех событий. Но этот паук смотрит вниз. Это уже говорит о том, что именно человек запутался в сложной ситуации. Ситуация может касаться вообще абсолютно любых вещей. Плюс еще момент того, что на вас влияют другие. Вот как будто бы в чужой паутине запутались. И вот, знаете, как будто бы никого рядом нет, кто бы мог помочь, спасти, вытянуть. От вас сейчас идет пессимизм, понимаете, вот так нельзя. Конечно, я понимаю, что может быть и ситуация не самая праздничная, не самая лучшая, но тем не менее. Вот одиночество, даже вдвоем одиночество, его нужно хоть как-то немножечко корректировать. Вы у меня вот постоянно вот один раз в лежачей, второй раз в лежачей позе. Здесь... Но вы устали, вы потеряли очень много энергии, вы потеряли очень много сил, вы боролись, много боролись за себя, за свою любовь, за свое счастье, за свои какие-то убеждения, цели. Но по итогу, понимаете, битва еще не закончена, но вы уже не можете держать меч, вы очень сильно устали. Здесь потери, очень сильные потери энергетики идут. Мало того, есть подозрение, что вот тут пиявка вышла, которая к вам присосалась, которая действительно с вас эту энергетику просто как через трубочку пьет, и вы уже не можете даже не то чтобы стоять, сидеть не можете, вы уже просто лежите, да, с последних сил глазами хлопаете. Вот настолько сильно вас опустошили. Человек очень сильно вас опустошает, человек рядом с вами.
Это может быть ваш, ну, любимый человек, близкий человек, да, вот кто-то прям к вам очень конкретно присосался и вас уже выпил практически человек. От этой ситуации обязательно нужно уходить, потому что, ну, представляете, вот вы настолько энергетически слабенькие, что вы можете, ну, я не знаю, там, любой болезнью даже заболеть, да, какие-то блуждающие боли, ужасное самочувствие. Вообще апатия к жизни происходит, да, не то чтобы там что-то делать, вообще даже трудно голову от подушки оторвать. Вроде как бы спите вы достаточно, но не высыпаетесь, ничто вас не радует. За окном там солнышко светит, а вам все равно грустно, вы все видите в сером свете. Знаете, вы уже просто очень сильно погрязли в этом абьюзе, вернее, вот абьюзер, да, опять же таки паук вниз головой тоже обозначает, что вы чья-то жертва, что кто-то вами пользуется, кто-то на вас катается, на кого-то вы урабатываетесь, да, себя не видите, света белого не видите. Вот эту ситуацию нужно, конечно же, переломить и убрать. Сейчас, на сегодняшний день, здесь порушенные мечты, здесь одиночество, даже если вы вдвоем, и здесь просто катастрофическая потеря энергетики идет. Мои дорогие, тяжелейшее, на мой взгляд, у вас сейчас состояние. Выходите, пожалуйста, выходите, спасайте себя. Давайте посмотрим, что у вас на будущее. Песочек, покажи нам, какое будущее будет. Какое будущее. Так, ну будущее прекрасное. У нас здесь корона вышла, у нас здесь пара вышла, общая дорога вышла, и вышел прекрасный бриллиант. Смотрите, в центре, видите, бриллиант вышел. Мало того, он еще как цветочек, да, он растет. Это не зафиксированный рисунок, он еще будет больше и больше разрастаться. Мало того, он же и цветочек, он же уже и ягодка. Вот это прекрасный, на мой взгляд, знак результата, знак достижения и знак получения. Вот здесь посмотрите, какая легкая, красивая бабочка, да, с какими прекрасными, она красивыми крыльями. Ну, тут, девочки, чтобы исполнилось, мальчики, чтобы все у вас исполнилось. Во-первых, жизнь легкая, жизнь прекрасная, жизнь, знаете, вы порхаете, вы не ходите по этой грешной земле, вы вот как эта прекрасная бабочка порхаете, у вас все красиво, у вас все хорошо, прекрасное самочувствие, здоровье, просто, там, не знаю, пышете вы здоровьем. Жизнь ваша красивая, понимаете, красивая, вас окружает красота. Мало того, что она вас окружает, так вы ее еще и замечаете. Вот что происходит. Сами вы красивый человек. Внутри и внешне вы красивый человек, привлекательный человек. Вы наполняете мир вокруг себя. Вы наполнены смыслом, и этот смысл вы передаете природе. Вы невероятно гармоничны сами в себе и с окружающим миром. И знаете, все это вокруг замечают, все вам об этом говорят. Это, знаете, какая-то эйфория в вашей жизни наступает. Мало того, у вас все ваши начинания, вот, которые вы буквально вот сейчас, там, завтра, послезавтра начнете реализовывать, прежде всего избавитесь вот от этого сумасшедшего, дремучего абьюза, который над вас висит, да, над вами висит, и вы начинаете реализовывать себя. Смотрите, мало того, что это все будет успешным, так это еще принесет вам прекрасный результат, понимаете, принесет вам и ресурсность, и исполнение, и получение, и сразу, знаете, как у вас и цветочки, и ягодки пойдут. Вот это прекрасно. Я вообще обожаю такие вещи. Бриллиант, ну понятно, да, будете светить, радовать, сиять, и все будут на вас смотреть не с завистью, но с воодушевлением, да, потому что вы своим блеском, своей красотой, своим острым умом, своими внешними качествами и внутренними будете людей подбадривать, помогать, давать надежду. Кто-то, может, действительно займется там коучингом, понимаете, вот помощь идет от вас. И люди просто, даже если вы не помогаете, они просто смотрят на вас, на вашу историю жизни, и они черпают вдохновение из этого, да. То есть они говорят, вот когда человека жизнь ломала, била, а он раз и на ножки встал, да, и прекрасной бабочкой полетел по жизни. Вот это вот, понимаете, вот это к вам идет. Плюс здесь пара, два человека, объединенные общей дорогой, общей крышей и общим очагом. Здесь пара людей, которые
ну, прошли все, да, либо они готовы пройти вместе все, они в друг друге уверены, они не только любовники, любящие друг друга люди, они еще настоящие преданные друзья. Мои дорогие, это очень дорого стоит, когда между людьми еще есть такая прекрасная вещь, как дружба. Мало того, у вас за спиной есть люди, ну, из вашего прошлого, скорее всего, может быть родители, может быть детки ваши, которые с вами рядом. Плюс у вас аист идет. Аист — это рождение детей, это семейность, это семейный достаток, уют, получение каких-то семейных прекрасных радостей. Понимаете, вот готовьтесь к тому, что вы можете забеременеть, готовьтесь к тому, что кто-то из ваших близких забеременеет, у вас идет пополнение. И это, мои дорогие, замечательно. Так, еще со стороны вашего любимого человека. Ну тут прямо ракета, понимаете, вот она ракета. Какое-то дело, важное дело, которое принесет большой-большой успех и ему, и вам. То есть вы еще и разделите чей-то успех, ну никак не чей-то, а вашего партнера, да? Разделите успех вашего партнера. У вас корона в головах, и у вас, и у вашего партнера. Корона — это успех, это достаток, это законный брак, это реализация ваших идей, желаний, мечты, вот что хотите. Но это общее, да, два человека реализуют. Хотите вы построить дом, вы построите. Хотите вместе открыть бизнес, вы откроете. Хотите там выдать замуж дочку, либо сына женить, вы сделаете это самым лучшим образом, понимаете? Вот счастье, вот удача. Все это у вас будет в будущем. Но, мои дорогие, я хочу предупредить вас о той вещи, что вы должны именно сейчас подумать о своем будущем. Будущее прекрасное, но покуда вы будете сидеть в той паутине, пока вот этот паук будет из вас жизненную энергетику вашу тащить, ничего не будет происходить. Вам нужно себя спасти. Вам нужно выпутываться из той ситуации, в которой вы оказались. У каждого это, конечно, своя ситуация, но я скажу так, что каждый сможет выйти из нее. Каждый. Как бы тяжело бы вам не было, как бы там вы не попадали в какие-то зависимости, какие-то обстоятельства, я вижу, что выход есть. И вы этот выход при желании найдете. Тогда встретите это прекрасное будущее. Так, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.